Добрый вечер, ребята. Деревня, вечер. Неспроста здесь нахожусь, ребята. Очередные сборы и, на мой взгляд, возможно, самые серьезные будут в этом сезоне. 1 ноября, погода, ребят, ни 2, ни 1,5. Уже как будто надо готовиться к зимней рыбалке. Все к этому идет. Но опять же, днем все тает. Ночью снег, небольшой заморозок, днем дождь со снегом, плюсовая температура. И все растаивает, и такая вот непогода, в общем. С одной стороны, уже надо начинать зимнюю рыбалку, уже все готовится, закрывать летний сезон. Но с другой стороны, есть небольшое время, ребят, еще неделька, наверное, плюс-минус, чтобы покататься на лодке, порыбачить на лимы и так далее. Ваганцов, ребята, сборы. Завтра выезжаем. Вообще не знаю куда, друзья. Вот такая экспедиция намечается. Мне кажется, будет здоровски. Едет ко мне такой серьезный дядька. На канале мы еще с ним не встречались, да и вообще в жизни. Ну, вот сфера интернета свела нас, и завтра, ребята, у нас совместная рыбалка. Едем на 3-4 ночи, вообще непонятно, в другую область, вообще не в Республику Коми и не на твердую, а по жидкой воде. И, ребят, что было понятно, это спиннинг, это поиск вот такой рыбы, это не донки. В общем, будем искать, будем ходить, и ходить будем очень много. Евгений, так зовут человека, который завтра ко мне приезжает с утра. Мы грузимся и выходим, ребята, в дальнюю дорогу. Все, в дальнейшем все увидите, а пока, ребят, сборы. Конечно же, покажу, ребят, как я готовлюсь. Я люблю этим показывать, потому что, ну, помимо всех вот этих процессов, ребят, немаловажный процесс занимает вот именно эти сборы. Я прям сутки могу не спать, потому что боюсь что-то забыть. Тем более в такую дальнюю экспедицию надо быть готовым к непогоде. Температура воздуха играет, возможно снег, заморозок будет. Надо готовить быть всему. Не только по снастям, но и по себе, по одежде, по оборудованию, чтобы ничто не подвело, как бы, ну, сами понимаете. Рыбалка уже такая суровая. В общем, ребят, погнали, немножко обзора. В дальнейшем все буду показывать. Все, начинаем, ребят. Ух, походу будет мощно. На данный момент, ребят, погода +1. Ну вот она спустится до 0, может до -2. И завтра же опять такая же погода. Идет сырой снег с дождем. Ну, почему мы выбрали этот промежуток времени? Так как, возможно, 3-4 денька будет, ребят, переменная обувь, даже солнце, и без снега, и дождя. Мы уже с Женей на WhatsApp уже как неделю. И вроде все получается. Деревня, ребята. Полный коридор уже рюкзаков. Здесь сумка-холодильник. Уже картошку приготовил, продукты. Все в этом роде. Друзья, в бардаке. Сейчас уделяю внимание по приманкам, так как у нас будет спиннинг. Вот я собрал комплект для подходящей ловли именно в тех местах, куда мы с Женей идем. Поводки, катушки, запасной шнур, джиг, много-много резины, друзья, различной, так как возможно будет только она выручать, так как вертушки могут уже не работать. Гаджеты, ребята, здесь снасти, зарядки, там все заряжается. Тут также сумка с гаджетами, ножи, носки, продуктов, ребят, смотрите, сколько набрал. Также беру Корнидова на всякий случай. Здесь сгущенка, хлеб, масло, сыры, печенье. Ну, короче, такой макар, ребята. Там еще овощи надо загрузить. В общем, вот такие сборы, ребята. С одной стороны, как бы это все красиво смотрится, но реально это уделяется очень много времени. Соответственно. Все, ребята, вроде собрался. Все. Упаковался, все сложил. Все, с Женей сделали связь. И позвонил я своему зрителю, куда мы едем. Он нас будет встречать и покажет место, где мы будем слиповаться. А так, ребята, дальняя дорога плюс сотни километров на моторе. Это будет прям крутая экспедиция, мне кажется. Время 9 час, ребята, я отбиваюсь, так как в 3 подъем. Фух, все, ребята, на связи. Увидимся завтра.
Ребята, доброе утро. 4 утра. Вообще бессонная ночь. В 12, наверное, может где-то я уснул. 2 раза просыпался и 4 утра уже все. Смотрю, звонит Женя. Говорит: Андрюх, я выезжаю. У Жени, походу, тоже была бессонная ночь. Ну, в общем, ребят, все. Евгений выехал. Ехать ему порядком 100 километров до меня. И я как раз за это время успею принести все вещи к дороге и начнем, ребята. Снежок накропалил мелкий. Ну вот так говорю, ребята, вот каждую ночь, пока вот именно вот так выпадает снежок, небольшой заморозок, днем это все тает. И вот пока вот так осень борется. Но мы едем, ребята, едем именно рыбачить спиннингом, так что не знаю, я в такое время никогда не рыбачил именно спиннингом. Заварушка, походу, будет крепкая. Все, братцы, начинаем. А вот Евгений, ребята, мои друзья. Сейчас. Ну что, друзья, выскакиваем. Погода, конечно, снежная. Что-то снег прям повалил. Мы на заправке село Визинга. Заправляемся и вперед. Ну что, друзья, едем дальше, все снега больше, больше. Вот только начало расцветать. Время 7 часов утра, ребят. Хорошо, мы рано идем, отлично. В общем, у нас договоренность возле этого кафе. Сейчас приедет Иван и сопроводит нас до деревни и, соответственно, покажет слип и так далее. Дорога нормальная, ребята, машина хорошая в целом. Есть неровности, но на машине отлично прошли, все четко. Водочка, все хорошо. Ладно, ждем Ивана, ребята. И покажу Ивана. Как-то так. Зайдем, ребята, в кафе. Здесь кафешка такая есть. Открыли, как раз успели. Доброе утро. Здравствуйте. А кофейком угостите нас, пожалуйста. Кофейком? Да. Бога. Чай зеленый и кофе, пожалуйста. 3. Хорошо. Что, в один, да? Да, конечно, конечно. Наличными можно, да, у вас? Наличными, безналичными можно. Вот, вообще отлично. Кофе растворимый, 3 в одном или что это? Давайте черный. Можно даже покрепче немножко.
В общем, дождались Ивана, ребята. Все, сопровождение идет у нас. Ушли с трассы, грунтовка такая хорошая. Грейдера бы, конечно, сюда запустить. В общем, сейчас посмотрим. До деревни дойдем, там видно будет. Потому что есть возможность уйти в другую деревню. Тем самым сократим расстояние на подъем. Снежка побольше, кстати, чем выезжали. Не знаю, посмотрим, как дальше будет погода. Ну, Ваня приехал. Все, друзья, попрощались с Иваном. Ну, не стал снимать человека, как бы. Может быть, даже и не хотел попадаться в кадрах. Если, Вань, будешь смотреть, спасибо тебе огромное. В общем, навел, ребят, на лесную дорогу. Здесь мы найдем слип точно. Мы ушли к деревне, шли по грунтовке и сейчас ушли вот на Таежную речку. Иван утверждает, что там будет хороший слип, потому что нам нужен слип именно, чтобы завести прицеп в воду. Потому что лодка, сами видите, большая, мотор тяжелый. Какой-то обрыв и вручную это не получится. Время 8 час утра, идем хорошо, уверенно. Приключение начинается, ребят. Снег прекратился. Что-то 0 градусов. Хороший бор. Да, Красивый. Грибы по-любому есть. конечно. Ну и народ ходит, собирает. Вон, сова. Да, сова. Вон, села еще. Сидит. А думали, боровая. Оп, пошла. Ну что, друзья, поднялись мы еще выше, сэкономили примерно 20 километров по реке, вот именно ходом. Это не лето, это уже холодно, и Женя говорит, лучше в тепле в машине дойдем, и нормально. Дошли до деревни, еще раз очередной, вообще глухая походу, и нашли слип. Самое классное, что мы нашли слип. Отлично. Смотрите, какие лодки, ребят, лежат. Полностью железная, я так понимаю. Сколько она весит, блин. Вот так вот. Все, пьем чай. По времени классно. Идет снег, но это не беда. Пьем чаечек, слепуемся. Паркуем в деревню машину. Будем найдем еще кого-нибудь. Может, кто-то нас перегреет с машиной. Четко. Красота. Ваше здоровье, ребята. Жесткий подъем у нас будет, ребят. Столько я не поднимался еще на моторах, как хочет Женя. Посмотрим. Обратно просохнуть, не просохнуть, это вопрос второй. Сейчас не взял, что ли, рабочий, оставь. Сколько же мотор весит? По-моему, 76. Этот самый легкий. А следующий идет такой с электростартером, он чуть потяжелее. 76 Там 8, килограмм. 80, по-моему, где-то 2, что ли. Этот, да, 76, он двухтактный. Бывает, когда, знаешь, раздуется, бывает 50 влезает. Зато 100, бывает 110 километров груженной лодкой против течения ты идешь без дозаправок. Очень удобно.
Да, стандартными баками 25 литров замучишься. Большой мотор больше кушает, естественно. Мотор-то, конечно, вот, я говорю, Что получается, ребята? Два полтинника. Бензина, конечно, везем с собой очень много. 150 литров с собой. Быстро разместили вещи. Ну, в общем, нормально вроде. Все, слепуемся, ребят, потихоньку. Лодку отцепили. Сейчас все дело, как лодочка пойдет. Провалилась хорошо. Глубоко, ребят. Давай. Не идет чуть-чуть. все, так и лежи, я выйду. Отлично, ребят. Иди сюда, родная. Да, друзья, ну, в общем, Евгений поехал до деревни. Сейчас попробую договориться с местными. Тут 3-4 домика стоит с этой стороны. Не знаю, жилые, не жилые. Где-нибудь оставить машину. Ну, не на поле же. Ну и все, ребят, смотрите. Загрузка. Видно, топливо 150 литров примерно. Аж лодка немножко на бикрень. Ну, Женя сядет туда, я развесовку сейчас сделаю. Как пойдет, не знаю. Плюс-минус 40 км в час, друзья, пойдем. Может, там 38. Ну, Женя будет замерять, все данные потом покажу. А так, лодка ПМД, друзья, Марлин. Есть такой хороший человечек, который изготавливает эти лодки. Но это проще зайти к Жене на канал и посмотреть все это дело. Он очень много показывал, рассказывал, и там и всю информацию можно узнать. Ну и Таха, ребята, 50-й на водомете. Вот эта авантюра, ребята, аж в груди пощипливает, знаете, от какого-то волнения. Потому что мы приехали вообще в незнакомые места, и что Женя, что я здесь никогда не были. И вот это и как бы придает Изюмину. По рыбалке, да, ребят. Сами понимаете, уже дело к зиме, но у нас спиннинг, будем пробовать. А так, путешествие. Сейчас Женя переоденется, я одену балаклавы, шапки, перчатки. В общем, ну я сегодня в зимнем костюме, в зимних сапогах. Надеюсь, сильно не замерзну. Фух. Да, друзья, мы целую неделю с Женей на WhatsApp. И вот сейчас просто вот так. Иван показал нам точку слипа. Но мы решили посмотреть мост. Не зря поднялись и еще поднялись выше. Соответственно, мы сэкономили много времени. Именно по воде. Меньше будем мерзнуть. И на обратный путь, соответственно, быстрее придем к машине. И также, если замерзнем, то уже будем в тепле. Это немаловажный фактор, который говорит Женя. Правильно. Поддерживаю полностью. Не зря нашли. Возможно, мы бы тут его и не нашли. Пришлось бы нам вернуться. Потеряли бы время, кучу и так далее. Но все сыграло в нашу сторону. И очень я рад. Как и Женя. Женя тоже доволен. Закрытие сезона, ребят, походу. Потом уже зима. Мотор, ну, говорит, чтобы в деревне не шуметь. Так проверю, говорит, вообще все как.
Слушайте, ребят, звук. Жесть. Вот эта машина. Да, там 9,9 пятнашка. Рядом не стояла. Плюс водомет. Конечно, это... Ну, просто я делюсь, ребята, своими эмоциями, ну, впечатлениями в первый раз, правильно? Шикарно. Шикарно, мне кажется. Ух. Прям колет, ребята, вот, знаете, как эти бабочки в животе. Вот сейчас такие же ощущения у меня, короче. Великолепно. Ну что, Женек, все в порядке? Да, Все отлично. прогрел. Ну, одному легче просто, с двумя-то все равно тяжелее. Вон и так какая груженная лодочка. Ну да. У нас и приступили к делу. Да, вот так, ребята, как надо одеваться. А что? На улице зима почти. Все. Все, ребята, погнали! Куда?
Так, друзья, ну что, первая остановочка у нас. Андрюх, у тебя перекус в ведре? Нет, сумки холодильник зеленый вот это. Здесь он, Да. значит. Ну всё, термоса там. Да. Что скажу, ребята, первое впечатление, как будто летишь прям над водой. Вообще здорово. Конечно, блин, не сравнить вообще, друзья. Прошли, в общем, последнюю деревню. Вот сейчас мы от этой точки будем, в принципе, и шагать, куда мы хотели. Столько исп, Николаевич, да? А? Порядком 10 больше исп, наверное, прилетели. Избы очень много. Вообще труба, просто изба на избе. И... Кстати, после этой деревни последней ни одной избы не Да, было. уже ни одной избы, это точно. А там-то ниже капец, изба на избе. И главное, все на берегу, как бы не прячут ничего. Видать, что... Вот тут, судя по карте, если как бы верить карте, тут такие, как будто бы непроездные были места. А тут нормально все идется. Будем идти до упора, что пробовать. В общем, перекусить, согреться немножко. Все-таки не май месяц. А так круто вообще. Красота, блин. Машина, прям машина. Так, сколько же минимальная, ты говоришь, с 35, да, 38 идем? Идем 35. 35, да? Ну я стараюсь 35, это экономичный режим. Понятно, но я чувствую, что ты бывает немножко притапливаешь, как бы. Значит, еще как бы есть мощь, да? Да, ну это ты вот набираешь полный газ, потом чуть скидываешь и идешь, чтобы ну, экономичнее было. Угу. Потому что если полный газ идти, бензин будет уходить в трубу. Слушай, у меня термос. Термос сейчас достану. Ага. А ты скажи, где надо. Ладно, режь, в принципе, что, пока нарежу. А я уже налю уже. Может, давай? Будем. За встречу, как говорится. Так, места, да, видно. Ой, хорошо стало, согрелись. Согрелись, говорю. Нормально? Получше стало, да. Ты смотри, если прохладно, говорю, можно ящик туда маленький поставить, чтобы ты развернулся и сюда. Нормально, нормально. Все, давай, топим дальше. Погнали дальше. Так, ну все, держись, как говорится.
друзья. А? Приток, говорю, увидели. Николаевич говорит, это река Луч. Или ручей, наверное, река. В общем, избы, друзья. Очень много изб. Уже поднялись порядком, думали, как бы поменьше должно быть всего. Но нет. И здесь как бы как-то заезжают. Вроде как уже ушли, получается, от последней деревни, не знаю. Ну, значит, есть люди. Так, ну что, может она Луч, может по-другому называется, потому что я не вижу там эту речку. Ага. Ну вот такая. Давай, Андрюх, попробуем поподниматься. По ней? Нет, не по ней, пойдем, если изба будет ближайшая, на ней остановимся, я думаю, как бы Ага. уже выше смысла нет. Я понял, да. Ну мы уже нормально ушли, блин, но. Да. Все. 80 километров, судя по всему, по этому навигатору поднялись. Реально где-то около 90. Да, это достойно, блин. Потому что он неправильно показывает. Бак уже на исходе бензина, бака на сотку хватает обычно. Угу. Все понято. Куришь? Да. Решили посмотреть избенку, друзья. Блин, тут изб, конечно, очень много. Ну, какая-то такая старенькая стоит. Медведя нету. Такая. О, такая, да? Ну. Слабенькая. Дрова занесены, вон, смотри на растопку. Матрасы подвешены. Сено. Нары очень низко так сделаны. Не, если, конечно, эти. Подвинуты, как Там смотри в углу. прямо побежала. Николаевич в углу, смотри, дыра такая здоровая. Ага. Видишь? Ой, вышла здоровая такая. Да, слушай, тут такая приземистая, как землянка. Но потолок наполовину сделан. Плахи прям целые. Потолок крепкий. Да, плахи. Сковородка, котелочек, костровище. И все. Еще порядком. Та изба там старенькая. Вот стоит еще одна. Изб, конечно, очень много. Но тут видно хорош. Видать, делают вот так отметки специально, мне кажется, чтобы проверять, кто-то был или не был. Наверное, мое предположение. Или чтоб дверь, дверь, скорее всего. Аккуратненько открываем. Можно. О, ну тут вообще огонь нам с Николаевичем будет. 2 нары, печка. Воспользуемся. Хотя есть палатки, печки, но тут рай есть, конечно. Подняли вещи, ну, которые нам понадобятся в избе, а так палатку, раскладушки на берегу, ну, чтобы лодка пустая была. Николаевич там марафет наводит, немножко подметает. Я уже убрал. Этот, как его, коврик вытряхнул на улице. Ага. Вот, хоть свежий был. А здесь так более-менее, потом сейчас печку разведем, да, уберемся. Такой Нормально. сервант тут. Хорошая, чистая. Ну да, тут видно, вон как бы сервант, вон
Тут смотрю, даже продукты какие-то. Андрюх, слева, справа, где будешь? Николаевич, как тебе удобнее, возле печки или там? Я здесь тогда лягу. Как положишь, так и лягу. Да. А тут, в принципе, одинаково. Единственное, что матрасы эти, конечно. Ну, сверху спальник тогда просто придется. Вообще, куда-нибудь потом занести. Ну да, как вариант. Что спальники-то есть. Пусть будет, чтобы надувной не надувать. Надувной. Тут, Николаевич, как к избам относишься? Многие вот брезгуют ночевать. Ну, типа там мыши, там, туда-сюда. Я нормально. Самое главное, свой спальник, своя подушка. Конечно, Всё. конечно. Вот и все. А тут что, мыши? Мыши везде. Главное, чтобы мышиные отходы, эти как правильно, продукты пищеварения не попали в наше питание, чтобы мы не отравились. Да, Всё. все верно. Остальное все нормально. Печка, сердце избы. Точно. Сердце избы, правильно сказал. Камни, смотри, местные, наверное, на реке, да, брали? Не знаю, затрудняюсь ответить. Ну, может, и привозили. Ну, побелели уже от температуры. Что-то копченая какая-то. О. Все, ребята. Быстренько печку затопили, занесли. Все. Сейчас хотим попробовать порыбачить. У нас 2 часа осталось. 3 часа ровно, ребята, шли. Плюс-минус. Поднимались 100 километров. Литр, да? А? Николаевич, литр заливаешь Литр, да, на полтинник. 1,50, да. Там у меня размешан, но у меня тут где-то полбака всего, вот так вот. В общем, 100 километров, 50 литров. Да. Против течения груженная лодка так и есть. По течению расход, естественно, меньше. Скорость течения, нагрузка меньше. Свобода 11. Вот рыбаки, охотники по 30 ножей, а ножи все подняли. Хорошо, хоть такой в сумке валяется. Че, перекусим, попробуем, не знаю. Интересно, конечно, самому будет что-то, вообще нет. Колбаска. И вакцины. Мне жарко. Теплое очень. Забыли, Забыли налить. Николаевич. Сколько? Тут архангельские-то немного пьют, наверное. Все. Хорош. Или мы в коме уже? Или мы в коме, как ты говорил? Сейчас, может, уже в коме, да? Да. Надо карту смотреть. По-моему, мы здесь в коме. Я понял. Ну что, господа, начнем доставать игрушки. Собирался вчера полвечера. Прям не знаю, с чего начать. Начнем, наверное, с ультралайта. Что? Ультралайт. Поставим. Я уже думал, в этом сезоне спиннинг в руки не возьму. Ну, как бывает, да? Ямка туда. Так. Ну, прям не знаю тоже. Понтонов набрал. Хорошие. Да, двойки и тройки взял, в общем. Ну, это китайский понтон. Конечно, конечно. Ага, зацеп. Зацеп, да? Зацеп. Сильно притопил. Да, сильно. Заряженный, придется потаскивать. Ты одевайся пока. Одеваюсь. Стоп, придет.
На джиге, блин, на джиге. Ну, на джиге, да, не на всете, на джиге. Зацеп. На всете, на. Вот, друзья, прямое доказательство. Хотели в яму поджиговать. А тут, пожалуйста. А ты говоришь, поперек не ставят. Вот поперек. Интересно, какая высота сети-то. Просто так интересно. Ну, да, небольшая. 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 Маленькая речка, ребят, здесь. Хотим ее посмотреть. Яма в сетках, короче. Плотина? Бобровая? Да? Бобровая плотина, да, или что? Бобровая, это, наверное, скорее всего, ручная. А, Люди это? делали. Да. Заскочили на маленькую речушку. Николаевич, конечно, делает вещи. Мне немножко боязно, с непривычки. Ну, после 100 километров уже подпривык. Мелко тут, да. Мелковато тут. Немножко. Прибыли. Прибыли, друзья. Быстро, ребята, темнеет. Что понятно. Какой месяц уже. Места красивые, друзья. Ну, так немножко сплавились. Везде вот палки, вот подсетки. И много-много яиц. И вот получается недалеко, видать, люди. Я за водой. Все, у нас там красота. Сейчас будем готовить ужин. Горячего охота. Иду за водой. Вещи накрыли. Здесь водки. Порядок. Николаевич заправил полтинник. В общем, полтинник израсходовали, ребята. У нас полтинник в баке и полтинник еще. Вот как-то так. Таежная река, вода прибывает. Харис здесь есть. Харис здесь есть. Так, у меня здесь небольшой презент Николаевич. За знакомство. Подарил ему шумовник. Шикарный. Пускай потом пользуется. Что, друзья? Так потихоньку разместились, печка топится. Николаевич газ подвел. На улице будем готовить. Картоху сейчас зажарим с буженинкой. Уже надо кушать, голодный. Куча специй.
Картошечка. Вот, клеенка. Клеенку можно постелить. О, как приятно ездить с понимающими. Пока занимался там, Николаевич уже газ установил. Он такой баллон у Николаевича большой. В пластике. Кстати, классная штука. Горелочка, сковородочка. Водичку поставили. Такой умывальничек, как говорится, походный. Берешь с собой, потом вот так выставил и все. И вода. Потому что спускаться до реки тяжело. Печурка топится у нас, друзья. Шает. Сейчас изба нагреется. Ладно, что, жареная картошка, ребят. Начну заниматься. Надо поесть уже, что-то голодный. Я везде добавляю к рыбе и мясо. Классно вообще тут получается. А что за перец? Красный просто? Нет, это, короче, Чувствую. кавказские, короче. Да, травы. Да. Прям запах пошел вот так. Для шашлыка их еще. Что-то такое, да. Попробуем буженинки, буженины. 325 грамм корнидова. Ух, ребят, хорошая тема получилась. Будем пробовать. Ребята, ужинаем, время 6 часов без 15. Вкусно получился, кстати, нормально. Мясо достойно. Не знаю, кто там что пишет, что какой-то хлам. Нормально пойдет. Конечно, глухарек бы сейчас красивее бы был, ты смотрелся. Мы же не на охоту, на рыбалку. Ну да, ну так в целом. Таежная романтика же все-таки. Просто люди приезжают на рыбалку, надо рыбу готовить. В избе так классно стало. Просто промерз сегодня за целый день. На водомете, да. Пусть Андрюха говорит, а я самые сливки сейчас съем, пока он говорит. Пускай кушает. Прохладно, ребят, тут да, тут прям чувствуется. Ну что, прошли, нифига себе. Я столько на лодке никогда не ходил. Вообще никогда. Так что. Ужинаем, балдеть будем, что разговаривать, что у нас. 5 капель есть. Есть чем поговорить. Так что на связи. Завтра у нас день. Пойдем вверх. Да? Угу. 20-ку, наверное. 20-очку, там есть речка. Пробороздим ее. Как по рыбалке, не знаю. Ну, посмотрим. Главное, погода. Снега нету, дождя нету. Это самое главное. Все, кушаем. Шашлычные эти. Какие еще? Вот такие надо. Термо вот эти, баллы. Угу. Зато, да, дождь, снег, да? Да, пофиг, да. Ну что, ребята, поужинали так великолепно. О, красота. Избушки тепло. Поставили заряжаться все. Даже не доели. Николаевич там тоже заряжается. Батарейки, телефоны.
В общем, постелили пенки свои, коврики, спальники, подушки в сторону, как бы свое просто привезли. На своем поприятнее, конечно, спать. Потому что планирую в палатке, так что нормально. Время рано еще, друзья, но так устали. Такой подъем жесткий был, что будем отдыхать. Избушки тепло. Красота. Будем отдыхать, ребят. А завтра Николаевич посмотрел по навигатору. Километров 20 выше. Есть речка. Вот ее посмотрим. А здесь, походу, делать нечего. Там посмотрим.